Некачественный уголь из Инты назван причиной сбоев в теплоснабжении архангельских поселков Коныша и Кулой. Тема стала главной на оперативном заседании правительства соседнего региона. Накануне губернатор области Игорь Орлов в целях нормализации ситуации с температурой в теплоносителях поручил переориентироваться от угля из Коми. Больше об этом знает моя коллега Александра Маркина. Итак, Александра, скажи, нашлась ли замена интинскому углю и если да, то какая? Да, Егор, замену интинскому углю нашли в срочном порядке. Это сырье из Кузбасса и Хакасии. В течение недели придет первая партия из Красноярского края. Но стоит отметить, до этих мер жители Архангельской области были вынуждены просто существовать в квартирах, где, как они сами говорят, мертвецки холодные батареи. Температура в жилых помещениях не достигала и 12 градусов. Люди вынуждены были спать под несколькими одеялами и не выключать обогреватели. Живем все в одной комнате, при включенных обогревателях, раскидываем тюфяки на пол. У меня 2 детей, первоклассники, девочки 1 год. Спим все в одной комнате. Сейчас в соседнем регионе частично введен режим чрезвычайной ситуации. Замерзающий поселок Коныша, который также пользовался интинским углем, стал главной темой на вчерашней планерке премьер-министра соседней области. Нести персональную ответственность за холодомор придется муниципальным властям. На особый контроль необходимо взять все населенные пункты, в которых поставляется топливо из Республики Коми. Всем главам поселений о любых изменениях ситуации немедленно информировать региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Если есть угроза срыва прохождения отопительного периода, мы должны своевременно подключиться и принять меры. Получается, и без того испытывающая трудности с рынками сбыта компания «Интоуголь» может потерять очередных потребителей. Александра, как я понимаю, нынешняя ситуация напрямую связана с недавним банкротством предприятия. Действительно, снижение добычи связано как со сложной экономической ситуацией. 16 ноября, напомню, на предприятии банкроте введено конкурсное производство, так и с несвоевременными расчетами покупателей и частными простоями из аварийных ситуаций. Что интересно, сейчас, по информации Минпрома, мощности интинской шахты загружены только на 40%. Руководство предприятия комментировать эту ситуацию по-прежнему отказывается. И как нам сообщил председатель Совета Инты Василий Сидор, с середины декабря добыча угля на шахте приостановлена из-за обвала лавы. Угля для Архангельска нет еще. Шахта работает, будем говорить так, в режиме 1400-1000 тонн, то есть на плановый режим еще не вышло. Ожидаем где-то к 25 числу. Есть определенные проблемы, но это чисто рабочие проблемы. Что касается общих показателей угледобычи Коми, не провалиться сектору позволяет динамика воркута угля. В этом году прогнозируется даже рост, хотя и всего на 0,7%. Заполярный город отправляет топливо в Череповец, Архангельск. И, что самое интересное, последние 3 недели, куда бы вы думали, Егор, в Инту. Какие результаты по добыче покажет интинское предприятие, будем следить за ситуацией. Ясно одно, перспективы интинского градообразующего предприятия пока, увы, туманны.